По инициативе прокуратуры приняты меры по блокировке запрещенного интернет-контента. Прокуратурой Батаревского района в ходе мониторинга сети интернет на предмет размещения информации, противоречащей требованиям действующего законодательства, выявлены факты размещения на 5 интернет-сайтах информации о продаже книги, которая в 2010 году включена в федеральный список экстремистских материалов. Вход на данные сайты был свободным. Сведения на них размещались бесплатно. Сроки пользования не ограничивались. Вместе с тем, распространение таких данных нарушает требования законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Согласно федеральному закону об информации и информационных технологиях и о защите информации, запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. По выявленным нарушениям прокуратурой района в Батаревский районный суд направлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В настоящее время исковое заявление рассмотрено, требования прокуратуры судом удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу будет решен вопрос о реальной блокировке соответствующих интернет-сайтов. Вынесен приговор в отношении жителя Ибресинского района, причинившего по неосторожности смерть своему знакомому. Прокуратурой Ибресинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя поселка Ибреси, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение смерти по неосторожности. В судебном заседании установлено, что в конце декабря 2019 года подсудимый в гостях у своего знакомого совместно с последним распивал спиртные напитки. В последующем между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подсудимый толкнул хозяина квартиры в спину, отчего тот потерял равновесие и, падая, ударился головой о бетонный угол стены, а затем об пол, получив при этом открытую черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, от которой на последующий день наступила смерть потерпевшего. Ибресинский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, согласился с позицией государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным в совершении данного преступления, назначив ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с ежемесячным удержанием в доход государства 10% от заработной платы. Приговор суда в законную силу не вступил. Проведенной прокуратурой Урмарского района проверкой установлены факты нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении ремонта автомобильных дорог по улицам Первомайская и Крупская, села Мусирмы Урмарского района. Проверкой установлено, что между администрацией Муссирминского сельского поселения Урмарского района и индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в городе Марийский Посад, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Муссирминском сельском поселении Урмарского района, которые должны быть окончены в сентябре 2019 года. Однако фактически работы по данному контракту были исполнены индивидуальным предпринимателем лишь в ноябре 2019 года, чем нарушены условия контракта. По данному факту прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ. Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которая для рассмотрения направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике. По постановлению прокуратуры индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Прокуратурой Шимуршинского района направлено в суд уголовное дело по факту хранения основных частей огнестрельного оружия. Прокуратурой Шимуршинского района утвержден обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя Шимуршинского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия». По версии дознания, обвиняемый незаконно хранил у себя дома винтовку, состоящую из ствола, ствольной коробки и затвора, которые относятся к основным частям огнестрельного оружия, до момента его изъятия из незаконного оборота сотрудниками ОП по Шимуршинскому району МО МВД Российской Федерации Батаревский. После утверждения обвинительного акта материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Батаревский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Отмечаем, что за совершение данного преступления обвиняемому грозит уголовное наказание вплоть до 4 лет лишения свободы. Прокуратурой Чувашской Республики проведено обобщение состояния законности в сфере профилактики, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является приоритетным направлением в деятельности прокуратуры. В этой связи органами прокуратуры республики на системной основе проводится проверка деятельности органов и учреждений системы профилактики, осуществляется координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с подростковой преступностью. В результате принятых мер органами прокуратуры республики во взаимодействии с правоохранительными органами и субъектами
субъектами профилактики по итогам 4 месяцев 2020 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось число подростковой преступности на 18,9%, со 106 до 86. В то же время в Батаревском, Комсомольском, Красноармейском, Маргаушском, Урмарском, Шемуршинском и Янтиковском районах в городе Канаш наблюдается ее увеличение. Отмечается рост числа подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. В Красноармейском, Красночитайском, Мариинско-Посадском, Цивильском районах, Калининском, Ленинском и Московском районах города Чебоксары, городе Канаше, повторно в Красноармейском, Цивильском, Чебоксарском, Ядринском районах, Калининском и Ленинском районах города Чебоксары, городе Канаше и городе Новочебоксарске. Предупреждение профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий им способствующих является одной из основных задач органов и учреждений системы профилактики. Между тем, не все субъекты профилактики выполняют ее должным образом, в связи с чем подростки становятся на преступный путь. К примеру, наиболее распространенными нарушениями в деятельности органов внутренних дел являются формальный подход к проведению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе состоящими на учете, отсутствие должного взаимодействия между структурными подразделениями и другими субъектами профилактики, несвоевременная постановка на учет несовершеннолетних правонарушителей, недостаточно активная работа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в некоторых районах. Функции по координации деятельности субъектов профилактики ими ослаблены. К примеру, должностными лицами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Мариинско-Посадского района допускались факты бездействия в отношении подростков, систематически пропускающих учебные занятия. Также комиссии не налажена работа по противодействию вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений. Причины совершения преступлений лицами, состоящими на профилактическом учете, должным образом не анализировались. Комиссия не обладала сведениями о проживании на территории района несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и специальных учебно-воспитательных учреждений. Всего органами прокуратуры республики по итогам 4 месяцев 2020 года выявлено 599, за 2019 год 268 нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с целью устранения которых внесено 145, за 2019 год 79 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 129, за 2019 год 74 должностных лиц, объявлено 13, за 2019 год 0 предостережений, опротестовано 33, за 2019 год 3 незаконных правовых акта, по инициативе прокуроров возбуждено 4, за 2019 год 3 уголовных дела. Работа на указанном направлении деятельности продолжается. В связи с досрочным окончанием учебного года для ряда учащихся и грядущими летними каникулами прокуратура напоминает родителям и лицам, их замещающим, о том, что сохраняющаяся в республике санитарная эпидемиологическая обстановка требует от всех жителей ответственного отношения к детям и организации их досуга. Введенные в Рио главы Чувашской республики ограничительные меры, принятые в целях предупреждения распространения новой инфекции, продолжают свое действие. За их несоблюдение предусмотрена административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ в виде административного штрафа. Родители несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Кроме того, в соответствии со статьей 5 Закона Чувашской Республики от 24.07.2009 номер 43 о некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных местах, на объектах, предназначенных для обеспечения доступа к сети интернет, а также для торговли, общественного питания, развлечений и досуга, где в установленном законном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, без сопровождения родителей или лиц их заменяющих не допускается. Такие нарушения влекут административную ответственность в соответствии со статьей 24.7 Закона Чувашской Республики от 23.07.2003 номер 22 об административных правонарушениях в Чувашской Республике. Данные предоставлены пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики. Читал Демин Павел.